Утро, сегодня 10-й день Салят Prague School. У нас здесь погодка, немножко прохладная, но светит солнце. И сейчас мы направляемся в Прагу. Ну что ж, у нас закончилась встреча с волонтерской организацией INEX. А сейчас мы приехали на Радио Свобода, Озатлык радиосына. И вот у нас очередь, чтобы зайти туда и провести встречу там. Насра болды пайсалыздар берді. Біздің көпме кіші, біздің контингент көпме дегенде. Дәйсіз мәғлумат шыға нелері шаралары басалар. Мысалы үшін біздің дәжі. Аларның егермемен. Дуслар, біз легіне Азатлык радиосында қонақта болдық. Менә шундай зур матур заманча бина. Минем артында ул Азатлык радиосы. Мин үзем еш сайтка кірмейдім. Менә хәзер нишләптер күбрәк сайтка керәсе килә. Мин ВКонтакте челтәрендә Азатлык радио төркеменә кірдім. Һәм сезгә дә шуны телим. Дуслар, без хәзер шәһәргә юл тотабыз. Мы приехали в Прагу, и в ближайшие 2 часа планы просто гулять. Мы были голодные и все-таки решили поесть и зашли в какой-то первый попавшийся ресторанчик на улице. Их здесь очень много. И я заказал свиную рульку. Я думал, она будет не такая большая. Она оказалась просто огромная. Но это чешское национальное блюдо. Оно вот с какими-то соусами. Здесь это, наверное, сырный какой-то. Это еще что-то. Огурчики соленые, лук, капуста, зелень. Ну и вот это мне сейчас нужно будет как-то съесть. А у Лили сыр с картошкой фри. Итак, свиную рульку я все-таки не одолел. И даже ту часть, которую я съел, я просто наелся. Здесь порции просто огромные. Это напоминает Австралию, где тоже порции просто огромные. Вот поэтому сейчас вот в эту небольшую гору я поднимаюсь с трудом. И прямо сейчас перед нами какое-то здание. Я, к сожалению, не знаю, что это за здание. Но оно очень красивое. Если бы у нас был такой шазам, не музыкальный, не кулинарный, а по зданиям, мы бы навели его и, возможно, бы нам сказали. Эту идею придумал Лиля. А вот слева тоже какое-то здание в такой советском стиле, уже какое-то такое угловатое, строгое. Вот прямо можно наблюдать 2 здания совсем. А мы продолжаем уроки чешского языка. И сейчас я сначала покажу вам слово. Вот слово «позор». Как вы думаете, что это значит? Слово «позор» значит «внимание». И здесь буквально на каждом шагу, на пешеходных перекрестках, на въездах в парковку есть слово «позор». Так что если приедете в Чехию, не удивляйтесь. Это означает «внимание», «осторожно». You are a good beatboxer? Oh, a little bit. I playing didgeridoo. Didgeridoo? Didgeridoo. Didgeridoo? You? Yeah. You know what is this? No. No, my friend, no. Парень, который только что играл на синтезаторе, он из Польши и сказал, что на 2 месяца уехал путешествовать по Европе и вот в голове лошади, в общем, играть на улицах. Когда я сказал, что меня зовут Ислам, он так удивился очень сильно. Вот. Было весело. Купили билет, чтобы залезть наверх этой башни, этой часовни и посмотреть на вид центра Праги. Ну что ж, давайте же посмотрим. Ну что, друзья, мы поднялись на башню, и тут вся Прага как на ладони. Хотите увидеть? Сейчас я вам покажу. Вот она. Вот она, прекрасная Прага. Вот она. На самом деле в Праге очень много русских туристов. Так что здесь везде русская речь. Так что
Шуңа күрә без татарча сөйләшәбез. Татарча безне беркем дә монда аңламый. Брага на ладони. Афарин! Афарин!